Площадка для игры в городке, а также тренажеры прямо под открытым небом. А в этом году в крае откроют несколько десятков спортивных объектов шаговой доступности. Как выглядит дорожка для фехтования за 150 тысяч рублей. А также в каком спорткомплексе смогут заниматься люди с ограниченными возможностями. В сюжете далее. Выбивать артиллерию Елена Максимова научилась недавно. Это такая фигура в городошном спорте. Им девушка занялась 3 месяца назад. Восьмиклассница говорит, играть с битой интереснее, чем футбол. Но труднее всего учить названия фигур. Пушка, потом артиллерия, стрела, звезда, вилка, серп. Там еще много. Теперь дети этого и соседних дворов каждый вечер отрабатывают здесь подачи и соревнуются на тренажерах. А еще прошлой весной тут был пустырь. Тренеры объясняют, ситуация начала меняться, когда краевые власти взялись за развитие массового спорта. Воспитание здорового поколения – приоритет стратегии развития края. Сегодня мы можем увидеть, что ежедневно от 200 до 400 человек посещают, играют, занимаются здоровым образом жизни. Они могут, так сказать, и поиграть, могут и размять свои мышцы на гимнастических снарядах. Родители могут вывести своих детей. Вот это вот дорожка для проведения соревнований по фехтованию. Немецкие дорожки для фехтования за 150 тысяч рублей каждая. Пока их можно увидеть только в спорткомплексе «Солнечный». В нем могут заниматься даже люди с ограниченными возможностями. Его, как и 37 придомовых спортивных площадок, открыли в прошлом году. И руководители отмечают, в двухэтажном помещении можно не только тренировать подрастающих чемпионов, но и проводить крупные соревнования по боксу, дзюдо и борьбе. Депутаты Заксобрания говорят, чтобы для жителей края спорт стал привычкой, открывать новые объекты нужно постоянно. И договоренности о финансировании из бюджета федерации уже есть. Только в 2011 году в крае будет успешно выложено 8 искусственных футбольных полей, при этом 2 из них за полярным кругом. В 2012 году будут сооружены спортивные сооружения Минусинск, Березовка, Дивногорск, крытые катки в Октябрьском, Кировском районе города Красноярска. Этой зимой планируют запустить ледовый дворец «Арена Север» и Академию биатлона. А уже завтра очередной спортцентр заработает в Шарыпово. Его открытие, говорят власти, приурочили специально к Дню города. Марат Хасанов, Светлана Овсянникова и Марат Мухамедшин. 7 канал, новости 24.